Доброе утро. Вот сейчас мастерю серию, собираюсь и еду дальше. Сейчас посидеть на дорожку чуть-чуть. Собрался уже, все. Сейчас серия рендерится. Отрендерю и поеду. Погода хорошая. Солнышко. Сейчас надо велик помыть сразу, как выйду. Я вышел из подъезда, баудзы взял. Вон там их продают. Наивкуснейшие вообще. Фу, вроде помыл велик. Ну так, конечно, не супер. Надо в идеале керхером ходовую нормально прочистить. Так, вроде более-менее. Сейчас за городом сразу горы пойдут. Ноги не восстановились, мышцы, сил не чувствую. Не знаю, может сейчас разойдусь, нормально буду. Но пока что-то вообще не катит. Ну, хоть туннель. Я думал, сейчас в этот горочку в эту, думал, сейчас надо будет залазить. 1,5 километра длиной. Хорошо, сейчас на спуск дорога идет пока. После туннеля сейчас вниз в долину небольшую. Вот рядом с хайвеем. В каждой деревне вот такие вот небоскребы стоят. Ну, не деревня, ну, маленькие городки, типа нашего Цивильска. Я понял, от чего у меня одышка начинается. Это именно вот от грузовиков. Коптят, когда в подъем едут. Мне еще приходится дыхание задерживать на какое-то время. А я же тоже в подъем еду, интенсивно кручу. И такое аритмия такая получается. Теряешь такт дыхания. Это очень важно. Вот здесь горох четкий вообще.
хороший привал.
нормально вообще. Сейчас темнеет. Я удивляюсь над тем, сколько вот в Китае жилья нового строят. Вообще очень много. Даже вот самое время испытывать мой новый фонарь. Долбит как прожекторы вообще. Это город на городе. Фонарь вообще отличный, я прям кайфую. Еду и даже останавливаться не хочу на ночевку. Посмотрим, сколько он кушает зарядки у пауэрбанка. Пауэрбанк сейчас примерно мощностью, объемом точнее, 5000 миллиампер. Он уже старенький у меня. 2 зимы пережил, морозы казахские, поэтому много не тянет. Ну посмотрим. Сейчас надо бабшички покушать, найти. Ну, вроде нашел место. Фух, все, поставил палатку. Вот, можно спать. Дождик начал накрапывать вовремя. Завтра дождик обещался вообще, по прогнозу. Спать. Доброе утро. Дождик накрапывает. Так хорошо все. Сейчас чуть-чуть. Пускай ослабеет. Соберусь, поеду. Не, сегодня воскресенье. У меня тоже выходной. Хорошо спится, что-то спится, лежится. Думаю, отдохну сегодня, вообще никуда не поеду. Буду спать, отлеживаться. Дождик так накрапывает по-маленькому. Не улежал я сегодня что-то. Сейчас до 2 часов полежал. До 2 дня. Что-то меня клюнуло, мне надо ехать. Ну, время еще есть, 5 часов, сейчас темнеет, закат где-то в 7 здесь, так что 5 часов есть, нормально. Сейчас забрался на высоту, тут маленьких перевальчиков много уже. Как прохладно прям так. Сейчас, наверное, 2000 метров снова. Ну это все, вот высокогорье. Не Тибет, до Тибета еще немножко, но это предгорье Тибета по сути. Но там еще повыше в Тибете. Средняя высота.
мой навигатор вчера показывал 900 километров до Чэнду. Сейчас 1005 километров. Значит, мне еще штукарь. Классно у них. На каждом доме рисунок. Классно. Это какой-то художник у них один или каждый сам? Да не, вроде один какой-то художник. Почерк один. Вот китайцы любят вот таких собачек с такими мордами. Заехал сейчас риса поесть, отдохнуть чуть-чуть. Фу, согреться с чайком. Wi-Fi тут поймал как раз. Ох, поел. И жизнь стала веселее, жизнь стала лучше. Но все-таки в Китае, если брать по ценам, сравнивать с Вьетнамом, чутка подороже, даже не чутка, подороже питаться. Уровень жизни в Китае выше, соответственно, цены больше. И сейчас я поел на 30 юань. Это, короче, 240-250 рублей. Но в нашем каком-нибудь смаке в России, в Чебоксарах, вот такую же порцию за 250 бы я не поел. Тут я все-таки мясо поел с рисом, нормально. Ладно, едем дальше. Еще часик проеду и начал нас искать. Сейчас впереди еще один перевальчик. Температура все холоднее и холоднее. Уже руки замерзают. Чуть-чуть осталось до перевала. Высота 2400 метров. Мой первый перевал, такой большой, который у меня был в моей жизни, это перевал Кумбаши в Карачаево-Черкесии на Кавказе. Он был и того меньше, 200. А сейчас эти 200 такие смешными кажутся. А максимальный мой, по-моему, был Алабель 300. Это в Киргизии. Сейчас уже на 2600 я вышел. Ветер холодный. Птички быстро бегут, уже рядом. Сейчас ночлег буду искать, вот уже место нашел. Разложился. Все, настало время одевать пижамку на ночь и шерстяные носки. Последние месяцы я спал голый, а сейчас все уже прохладненько. Хорошо, здесь тишина. Сегодня проехал 50 километров всего. Я ж поздно выехал.
тишина здесь.